Проект чурапчинцев «Экоквантум» стал победителем 4-го всероссийского конкурса проектов по инициативному бюджетированию. Всего поступило порядка 600 различных проектов из 35 субъектов страны. Среди победителей Чурапчинский район Якутии, города Уфа и Санкт-Петербург. Конкурс проводится при поддержке Минфина России и призван распространить лучшие проекты инициативного бюджетирования в стране. Как создать свой проект, расскажет Ульяна Шагина. Еще до прошлого года у жителей села Маралаю Чурапчинского района не было собственного центра, где малыши могли бы достигать азы инновационных технологий, о чем так много сейчас говорят в российских образовательных учреждениях. Современный детский сад, оснащенный умной техникой, специальным программным обеспечением и игровым оборудованием, уже не в новинку. Это веяние времени. Именно поэтому жители этого села проявили собственную инициативу для ее создания. Бюджета детского сада не представляется возможным приобретение таких ценных оборудований. Вот, например, интерактивные столы. Интерактивной доской уже никого не удивишь. Интерактивные песочницы. Дошкольники в игровой форме начнут изучать природу, географию, физику, знакомиться с техническими явлениями, будут учиться создавать собственные проекты, делая первые шаги в науку. Эпидситуация в стране, в мире в целом приостановила эту работу. Но, тем не менее, мы продолжили именно в дистанционной форме работу дополнительного образования по экоквантуму. В Якутии программа поддержки местных инициатив реализуется с 2017 года. В этом году объем бюджетной субсидии составил 500 миллиарда рублей. По результатам конкурса рассмотрено всего порядка 2000 предложений. Из них 332 проекта получили одобрение и до конца года должны быть реализованы на местах. И в целом за эти 4 года реализации наше население реализовало уже порядка 1100 проектов, в котором лежит самое основное – это выбор самих граждан, что они хотят увидеть в своем населении. Как сказал руководитель научно-исследовательского финансового института при Минфине России, один из организаторов этого конкурса, он проводится под эгидой Минфина России, этого НИФИ, он сказал, что здесь важно, жители выбирают сами, что они хотят видеть из окна своей квартиры, что они хотят видеть, когда идут по улицам. Основную часть финансовой нагрузки берет на себя регион. Это 72,8% от стоимости проекта. Оставшаяся часть распределяется между местным бюджетом, привлеченными спонсорами и жителями, которые также должны вложиться в проект. В основном проекты касаются благоустройства территории, ремонта дорог, строительства детских и спортивных площадок, ремонта или работы по улучшению домов культуры, библиотек и многое другое. Все они являются актуальной проблемой для населения и, конечно же, люди с удовольствием участвуют в их реализации. Победившие, так же как и детский сад «Чуранчик», могут подать заявку для участия во всероссийском конкурсе и выиграть 100 тысяч рублей для дополнительного финансирования проекта. Ульяна Шагина, Анна Семенова, Эдуард Макаров. Якутск, Чурапча.